Когда обнаруживаются новые персоны в истории легиона Идель-Урал, всегда появляются люди с драматическими судьбами, непростыми судьбами. И отношение к ним тоже неоднозначно. Потому что еще в 1945-1946 году Муса Джалиль числился предателем. Говорили, что он убежал на Запад, что он где-то подрывает основы социализма. Так, пока не вернулись его стихи, пока Союз писателей СССР не представил доказательства, и пока не узнали правду, Муса Джалиль был как бы предателем. На самом деле у него тоже ведь биография и пребывание в плену, в легионе, в комитете тоже неоднозначно. Оно непросто, и по-разному люди могут относиться. Не секрет, что до сих пор, где-то в августе, накануне очередной годовщины казни Джалиля и его соратников, в органы власти приходят письма. Может быть, одни и тоже люди пишут, что когда уберете памятник предателю. Есть такие люди. А довоенные годы, военные годы, любой человек, который побывал в плену, считался предателем. Он был обязан застрелить себя. А таковых было несколько миллионов. Уже в первый год войны 3 миллиона, а потом еще больше. Миллионы людей. Они не успевали себя застрелить и не могли самоубийством покончить, несмотря на приказ Сталина, на требования Сталина. Ну, поэтому в таком непростом контексте Шихаб Нигмати. Да, Муса Джалиль – символ татарского народа, герой действительно, и поэт, чье творчество признано Ленинской премией. Да, его соратники тоже сейчас уже имена их вернулись, стоят бюсты рядом, барельефы рядом с памятником Джалиля. Они герои, потому что их казнили в Плецензее как злейших врагов Рейха. Как бы от ценой обезглавливания они добились и прощения, и признания, и понимания той роли, которую они в жизни сыграли. А остальные в легионе были 30, 40, иногда 25, говорят, тысяч человек. Их привлекли для службы в этом легионе для того, чтобы как-то противопоставить гитлеровской армии представителей советских народов. Кавказский легион, Чеченский легион, армянский, грузинский. Все они были. Русская освободительная армия, РОА, Власовская, там насчитывалось 500, 600, 800, около 1 000 000 человек. Ну как можно этих людей назвать предателями, врагами своей страны? Вот жизнь сложилась так, что их кинули в лесу Волхове, в болотах, безоружных, не готовых к войне, и оказались они в плену. А в плену не менее половины их погибали от болезни, от голода, расстреливали их. И вот тогда, когда отбирали людей для легионы, конечно, находились, которые иногда по своему политическому выбору, у них были счеты с советской властью, а были просто жизнь дорога, жизнь, судьба потом покажет, как сложится, они их записывали в легион. Шихаб Нигмати, конечно, был несколько иной, потому что его привлекли к этой работе в комитете среди первых. Он сам отбирал будущих легионеров в лагерях. В 1991 году, в декабре, я встречался с ним. Так получилось, что меня пригласили в баварское телевидение. Петер Мирошников, немецкий кинематографист, в том году, в 1991, в июне приезжал в Казань для съемки фильма «Голос татар», который вышел в центральных немецких каналах. ЦДФ канале вышел, в баварском телевидении вышел. Ну, я продюсировал, помогал транспортом, устраивал встречи, съемка. Этот фильм сейчас у нас на сайтах Всемирного конгресса татар тоже демонстрируется. Вот он пригласил меня. Рядом с ним был Фарид Иделле Фарид Аги, директор радио «Азатлык».
с которым я был близко знаком, с которым я сотрудничал, уже начинал сотрудничать. Вот они пригласили меня, и так получилось, что Петр Мирошников меня пригласил при помощи своего друга, тогдашнего министра иностранных дел Германии. Поэтому получил такое приглашение из Германии, что мне сразу дали дипломатический паспорт, зеленый. Вот я раз приехал в таком статусе, не первый раз, второй, по-моему, в Германии, я решил посмотреть иммигрантов, которые еще живы, которые знают, помнят историю, тем более кое-кого из них уже я знал. И при помощи Абдулла Ильяси, был такой дедушка из Мензелинского района, который был тоже в плену, прожил после войны там. Недавно он умер в возрасте 100 лет в Германии. Он пророком его называли, придумывал свою религию. Вот Абдулла Авы повез меня Шихаб-ад-Дин Авзы, Шихаб Нигмати. Это под городом Мюнхен, в 60 километрах, поселок. Зимой нашли мы его дом, нас встретил такой невысокий, немножко смуглый сибирский татарин Бабай. Он образованный, грамотный, он понимал, кто к нему приехал. И мы с ним несколько часов проговорили. Вот тогда, конечно, камер не было, диктофона тоже не было. Был у меня мыльница, фотоаппарат. И снимал где-то, и сохранился или не сохранился кадр с его, печатался снимок с его изображения. Вот пришло время, когда информация о нем стала актуальной, когда им заинтересовались с выходом книги его стихов, такую книжку свою он мне тоже дарил, появился интерес, действительно, его возвращения, о чем Шихаб Бабай мечтал. Он вернулся своими стихами и тоже, наверное, неоднозначно вернулся. Кто-то его, наверное, тоже воспринимает как соратников с немецкой, фашистской стороны, одним из организаторов. Но по его стихам видно то, что он и так говорил своим. Он прежде всего татарин, представитель своего народа. Он скучает по родной земле. Он любит народ, фольклор, песни свои. Он страдает тому, что довелось перенести его народа, особенно он сибирский татарин. Мне было интересно, что он, сибирский татарин, был достойным таким, как бы первоклассником в целом татарином. Он никогда не думал, не говорил, что он, сибирские татары, чем-то отделяется. Он рассказывал, что он до войны работал в школе учителем и даже поработал директором 8-летней школы. И нигде это не упоминается. И он был женат, у него остались дети. Он говорил, что к нему приезжал и собирается приехать внук, то ли дают, то ли плохо дают ему визу. Вот это я запомнил. И вот что самое главное, он рассказывал, как создавался легион. Он говорил, что если бы мы этих людей не отобрали в лагерях, они бы там умерли от болезней. И мне сказали, вот есть тут депутат горсовета, председатель Союза писателей Татарстана Муса Джалиль, тогда под фамилией Гумеров. Вот я его, говорит, нашел. Он уже после пленения, это было в ноябре 1942 года, немножко оживший. Я ему дал, говорит, бланк, и он заполнил бланк. Он еще акцентирует, говорит, иногда говорят, что он то ли контуженный лежал там в плену, или там раненый был, или там, ну, к этому времени, видимо, действительно состояние такое. Он написал, где графа здоровья, может быть, он дискутировал с кем-то, говорит, он писал «гезунд», то есть «здоров». В ноябре 1942 года Муса Джалиль записал себя здоровым и попал в легион. Надо знать, что Муса Джалиль на самом деле никогда в легионе не состоял, военную форму не надевал, потому что его привлекли к работе в комитет «Идель-Урал». Был такой комитет при Министерстве восточных дел, где и работал и Ахмед Тимер, и Шихаб Нигмати, и другие организаторы. Вот они были татары. Они акцентировали на истории татар. Что пришлось пережить татарам в прошлые века, за все эти годы, какие были проблемы, какая была культура, и как надо бы консолидироваться, сформироваться татарскому народу. То есть они выступали за татар и полагали, что при большевиках, после репрессий Сталина, татары захотят сплотиться по-другому. Они этого хотели, видимо, эту карту разыграть. Поэтому велась идеологическая, культурная,
воспитательная работа в легионе, в батальонах, в домах отдыха, которые там были. Вот Шихаб Бавый рассказывал мне об этом и дал мне свою вот эту брошюру своих стихов. Поэтому, когда я вспоминаю историю Джалиля, других, я Шихаба знаю как обычного татарина, оказавшегося в плену, которого сдали и который там выжил после войны. Если бы Мусу Джалиль и его соратников не казнили в Германии, они бы, если бы вернулись, они бы сразу здесь бы расстреляли или посадили бы сначала, потом в лагерях бы их бы погубили. Ну, это реальное, поскольку они состояли в комитете, в легионе, работали с ними, кто-то носил форму, их использовали так. Но они доказали своей биографией свое отношение к родине. 825-й батальон в 1943 году, февраля, перешел под Витебском на сторону партизан. Партизан было там 100-200 человек, а там 800 человек, 900 человек, почти 1000 человек со своими орудиями, пулеметами. Так просто спроста не бывает. Это с людьми конкретно работали. Работала действительно, я верю тому, что была подпольная группа, были организаторы. Муса Джалиль был не последним в этой операции человеком, поскольку он работал в ЦК комсомола, редактор детских молодежных журналов, председатель Союза писателей, депутат. Конечно, он работал, и, конечно, по возрасту он умел уже какие-то навыки скрывания своих мыслей, подпольной работы. Когда говорят, что Муса Джалиль или другие сначала перешли, потом испугались, потом решили в тюрьму попасть. Конечно, я этому не верю, хотя серьезные люди говорят об этом. Вот. Ну, так получилось, что Муса Джалиль, его соратники доказали свою позицию, свою верность вот такими поступками, что легион не сработал. Хотели использовать, легион ведь послали после первых же этих провалов во Францию, в обозы, или там охотиться за партизанами. Не воевали они. Вот проект провалился, именно татаро-башкирский легион провалился именно благодаря такой работе. А где был в это время, допустим, Шихаб Нигмати, другие? Да неважно. Главное, нет никакой информации, чтобы Шихаб Нигмати и другие такие соратники не участвовали ни в каких-то карательных операциях. Они никак не проливали ничью кровь. Просто они оказались в той функции в плену во время войны, как судьба им записала их биографии, поэтому они не вернулись и не могли вернуться. Но оставаясь там, вот читаешь стихи, слушаешь стихи, действительно они остались такие самыми верными сыновьями своего народа, татарами. И татарами казанскими, сибирскими как бы. Поэтому творчество и судьба этого человека интересно. Интересно, куда кидает судьба человека. Интересно, как он сохранил свой дух, свою как бы волю, свою любовь. И как он умеет сформулировать. Ну, наверное, эти стихи он писал в 50-е годы, наверное, или чуть раньше. То есть через 10 лет, когда он уже ушел из дома, из Сибири, из татарской среды, он же не профессиональный поэт, не состоял в Союзе писателей. Поэтому как эти стихотворные строки его мне напоминают стихи тех поэтов, которых переводят на иностранные языки. Там понятия есть, а термины, сформулированные по-татарски, ну, их легко можно услышать и по-немецки, и по-русски, и по-английски. Получается, что в груди Шихаба Нигмати билось просто сердце, просто чувство, просто мысли. А потом они получали в данной книжонке обличие словесное татарское. Но вот, получается, незаурядный человек мог. Простой человек не мог просто так с улицы написать стихи. И главное самое, почему к нему сложным было отношение Шихабу Нигмати? Ну да, в 1951 году антибольшевистский комитет создали, да, татаро-башкирскую редакцию создали. Самый первый директор был из Бугульминов, Мустафин, кажется, фамилия. Недолго он был, и в течение нескольких лет Шихаб Нигмати был директором, заведующим татаро-башкирской редакции. А редакция в это время находилась и создавалась под влиянием в структурах Центрального разведывательного управления США. Понимаете?
Вот в чем дело. Вот в это время, когда упоминается такой факт, конечно, забывают, кем был Власов до войны, кем был во время войны, сколько человек под его началом. Просто почему-то запоминается радиовещание для татар и башкир, где ругают советскую власть. Да, он был антисоветским журналистом, антисоветским радиожурналистом и организовывал, участвовал в подготовке антисоветских передач. А это, конечно, для кого-то кажется, может быть, непростительным, но сейчас время изменилось, ситуация изменилась. И многие бывшие антикоммунисты, антисоветчики сейчас сидят в серьезных парламентских креслах в государственной службе или ученые. Антибольшевистская, антисоветская деятельность считается доблестью. Но посмотрите, Колчак, верховный правитель, теперь его возвеличивают так, адмирал Колчак. Сняли фильм «Адмирал». Он такой святой, такая любовь. Но его вторая или юная жена, или сожительница, вот глазами ее написали. Молодежь смотрит, говорит, какой был Колчак. Хороший человек и хороший военачальник. А ведь в Омске находилась центр России, столица. Про адмирала Колчака говорили, что мундир английский, погоны французские. Понимаете? То есть он был представителем интервентов. Он хотел завоевать власть против большевиков, правда, при помощи англичан, американцев, французов. И был такой. И его сдали, свои же сдали, поскольку там его расстреляли под угрозой захвата города Владивостока противником. Вот так получилось. Вот Колчак теперь святой. Ну, я уж не говорю Николай II. Посмотрите. Людей расстреляли, пришедших к Зимнему дворцу с иконами, с крестами, с просьбой «помогите». Или в Татарстане есть деревня Бездна. Недавно я специально изучил, что писал Чернышевский. Расстреляли крестьян за то, что они были недовольны размерами, как провелась реформа, крестьянская реформа, крепостное право поздно или недостаточно широко правдиво было исполнено. В Татарстане